Это рыбный пруд. Он наверху, около верхней вала канавы. Этот пруд был построен специально. У него плоское дно, скошенные стены, что дает максимум вместимости. Его глубина была 2,2 метра, когда мы его построили, с целью выращивать в нем рыбу. Кстати, его окружает контурная дамба по краю. И теперь он стабилизировался. Его система стала зрелой. И сейчас самое время развивать его в соответствии с назначением. Прежде всего, это выращивание аквакультурной рыбы, а также аквакультурных растений. Идеальный пермакультурный рыбный пруд. Итак, мы собираемся поместить эту плавающую канистру с грузом в запруду, в рыбный пруд. Белая канистра с воздухом держит трубу около поверхности воды. Сейчас мы сливаем воду сифоном из рыбного пруда. Мы сливаем воду для того, чтобы подготовить кромку водоема. Мы собираемся вырыть углубленный сегмент в задней части пруда, чтобы сделать эту часть более функциональной. В долине, подходящей к этому пруду, мы выкопаем маленькую, но глубокую заводь. У нее будет контролируемая точка входа, и здесь вода будет обогащаться кислородом. Мы также установим солнечную панель, которая будет питать небольшой насос, работающий на солнечной энергии. Он будет закачивать воду вверх в бочку с гравием. Вода будет просачиваться через бочку с гравием в маленькую глубокую заводь позади дамбы и обогащаться кислородом. Затем эта вода, обогащенная кислородом, пойдет в главный рыбный пруд. Но в этом месте мы также будем кормить рыбу. Так что рыба будет приплывать в эту маленькую заводь позади пруда, чтобы покормиться и подышать. Если у нас будет недостаток кислорода в жаркую летнюю ночь, когда пруд будет полон крупной рыбы, которую мы выращиваем. Итак, это место служит для укрытия и кормежки. Когда мы захотим поймать рыбу, мы можем прикормить ее в этой заводе и перекрыть затвором, оставив их внутри заводи. Коровы сейчас пойдут во временный загон у пруда и почистят его края. Сейчас мы сливаем воду из пруда, и коровы смогут подойти к его кромке. Они сделают работу за нас. Почистят его, чтобы мы могли установить там новые приспособления. Здесь у нас индикатор напряжения. Чтобы проверить, хватает ли этого напряжения для удержания животных во временном загоне. Я подсоединяю и нажимаю. 5,5 — это 5500 вольт. 5,5, 5,6 вполне достаточно. 2500 вольт — это минимум для удержания животных. Электроэнергии более чем достаточно от одной лишь солнечной панели. Это наши лошади. Вы можете использовать куриц. Они взрыхлят землю. Козы подъедят сорные деревья и помогут изменить лесные экосистемы. Крупные животные подготовят землю для вас. Мы помещаем животных в условия, где они выполнят ту работу, которую им хочется, лучшим образом. Они сделают ее лучше нас и более эффективно. Они многофункциональны и удовлетворяют свои и наши нужды. У нас увеличиваются продукты животноводства, количество яиц. Мы разводим и доим коз.
Устанавливая между элементами пространственно-временные взаимосвязи и продумывая их временную последовательность, мы можем ускорить развитие наших систем и превратить их в более продуктивные и изобильные. Мы спроектировали и запустили эту эволюцию. Итак, за 3 дня эти 10 животных полностью очистят эту зону и закончат свою работу, а мы переместим их на новое пастбище. Мы можем легко контролировать функции, осуществляемые этими животными в этом месте, так как мы знаем, сколько они потребляют. Этот берег выглядит как месиво грязи. Животные пришли сюда и все вычистили. У нас тут голая почва. Это как раз то, что мы от них хотели. Это, вероятно, наиболее плодородная земля. Это низина. Тут слабо выраженный овражек. В этой низине мы выкопаем заводь, где мы будем насыщать воду кислородом и подкармливать рыбу. Ворота для рыбы будут прямо здесь. Коровы очень помогли нам. Они тут все размесили. Они взяли то, что им нужно, попаслись 2 дня и ушли. Теперь вступаем мы. Какое трудолюбивое животное, если находишь ему правильное применение. Это уплотнение. На влажной земле вы видите след от копыт. Это прямое давление нескольких сотен килограмм. Вы такой не продавите. Этот след может быть нам очень полезен. Он собирает питательные вещества, воду, но нельзя позволить ему высохнуть. В определенных объемах это отлично. Углерод, питательные вещества вдавливаются в почву и находятся в воде. Выбираем правильное время и наблюдаем. Это впускная труба. Она идет от главной ирригационной трубы и верхних дамб. Итак, мы слили воду, загнали коров для очистки берегов пруда. Теперь мы можем вновь заполнить его водой, просто повернув кран. И вот мы здесь несколько месяцев спустя. Пруд уже стал довольно устойчивым. По краям красивые водные растения, плавающий остров из растений, и мы готовы запустить немного рыбы. Это песчаный горбыль. Прекрасный экземпляр. Я просто опущу его. Не буду держать долго на воздухе. Опускаю. Он хочет на свободу. Плыви. Добро пожаловать в новый дом. Размножайся. Система сейчас хорошо устоялась. Мы положили грязь из другой запруды, чтобы привнести зоопланктон. Водоросли появятся сами. Мы запустили мелких рыб-ласточек и ракообразных. Они все там. Здесь много растений вдоль кромки. Есть растения, тянущиеся со дна водоема. Водные растения, а также плавающий остров съедобных растений, который обеспечивает отличную затененную среду обитания. Мы изготовили плот из бамбука, сделали в нем небольшое углубление и поверх ткани насыпали почву. И мы засадили его быстро растущими съедобными растениями, самыми быстрорастущими культурами в мире. Кинг-Конг и помея водяная прокладывает свой путь с острова. Можете видеть ее белые цветы. Также здесь крылотычинник сердцелистный. Сверху шпалеры, по краю острова небольшие лампы, работающие от солнечной батареи. Остров плавает, и ночью лампы освещают его несколько часов, пока хватает батареи. Свет привлекает ночных мотыльков, насекомых, и они падают прямо в воду на корм к рыбам.
Этот остров создает тень и питательную среду для рыб, так как от него уходят в воду корни. Они фильтруют воду и создают питательную среду обитания. Это дополнительное разнообразие и фильтр экосистемы. Это не конура собаки, и эти звуки не от собаки. Это слабое гудение издает экологически приемлемая техника. Здесь у нас батарея на 12 вольт и небольшой насос, работающий от солнечной батареи. Насос перекачивает оставшуюся воду из глубокой середины пруда, где хорошо и прохладно, поднимает наверх, пропуская через фильтр, и бочку с гравием. Так вода обогащается кислородом. Кое-какую электронику мы сделали сами. Тут у нас набор рабочих цифр. Мы настроили его так, что когда заряд падает до 12,1, он перестает работать. Он работает час-полтора после захода солнца и включается через час после рассвета. Батарея не разряжается, а полностью подзаряжается каждый день. В основном работает на солнечной энергии. Мы создали долговременную систему, эффективно работающий насос, эффективный аквакультурный союз, экологичные технологии и отлаженное производство белка. Классная штука. Теперь эта система выглядит по-другому, чем когда здесь паслись коровы. Сейчас здесь растут лилии, тростник по краям, глубоководные растения и плавающий остров, где кормится рыба. У нас есть солнечная панель, питающая насос и обогащающая воду кислородом. Это самая высокопродуктивная пищевая система, которую только можно создать, где производится в 30 раз больше белка, чем на суше. Это восхитительная водная экосистема. Вот что мы должны создавать и как можно больше. Ролик переведен и озвучен группой «Переводчики разбивающих фильмов». Обучиться пермакультурному дизайну в России вы можете на онлайн-курсах пермакультурного исследовательского центра РАЭР.